Sveiki, smagu Jūs matyti 15 lietuvių kalbos pamokoje. Добрый день, приятно вас видеть на 15 уроке литовского языка. Сегодня мы с вами поговорим о галининкасе, когда наши слова будут отвечать на вопрос «ką». Например, «Matau mišką», «Jaučiu meilę», «Turiu draugą», «Pasakiau naujieną». Давайте рассмотрим окончания мужского рода, когда они будут меняться при отвечании на вопрос «ка». Окончания «ас» или «иас» будут меняться на «аносине» или «иа», а во множественном числе на окончание «ус» или «иус». Namas, kelias, namą, kelią, namus, kelius. Окончания «ис» и «ис» будут меняться в единственном числе на «иносине», а во множественном на «иус». Medis, traukinys, medį, traukinį, medžius, traukinius. Окончания «ус» и «иус» будут меняться на «у» носине или «иу», а во множественном числе на «ус» или «иус». Например, turgus, vaisius, turgų, vaisių, turgus, vaisius. И окончание «о» будет меняться в единственном числе на «иносине», а во множественном на «ис». Asmuo, asmenį, asmenys. Сейчас рассмотрим женский род. Окончание «а» или «иа» будут меняться на «аносине», во множественном числе на «ас» или «иас». Книга, гиря, книга, гиря, книгас, гиряс. Окончание «э» будет меняться на «эаносине», а во множественном числе на «эс». Классе, клася, класес. Окончание «ис» будет меняться на «иносине» и на «ис». Šalis, naktis, šalį, naktį, šalis, naktis. И у нас опять исключение. Слова «сесуо» и «дуктė» в единственном числе будут иметь окончание «иносине», а во множественном «ис». Sesuo, duktė, seserį, dukterį, seseris, dukteris. И дальше несколько примеров. Aš turiu ką? Tėtį, mamą, sesę, medų, knygą. Aš matau ką? Mišką, automobilį, turgų, gėlę. И во множественном числе те же слова. Aš turiu tėčius, mamas, seses, sūnus, knygas. Aš matau miškus, automobilius, turgus, gėles. И дальше наши фразы. Geriame karštą kavą, skaitysiu įdomią knygą, myliu savo šeimą, matau mėlyną dangų, pirkau naują telefoną. Einu į mišką, vykstame į kelionę, žiūriu pro langą, lipame į kalną, бегу per lauką. И дальше глаголы, которые требуют вопрос «ка». После них существительное будет именно в галининкасе. Suprasti, supranta, suprato, kviesti, kviečia, kvietė, gerti, geria, gėrė, pirkti, perka, pirko, lankyti, lanko, lankė. Matyti, mato, matė, girdėti, girdi, girdėjo, skaityti, skaito, skaitė, rašyti, rašo, rašė. Valgyti, valgo, valgė. И давайте почитаем. Aš ryte geriu kavą ir valgau košę. Virtuvėje skaitau įdomią knygą, pro langą matau aukštą medį ir girdžiu paukščius. Tada rašau žinutę ir kviečiu draugą į miestą. Mes einame į parduotuvę
ir perkame naują knygą. Vėliau lankome muziejų. И дальше наше задание. Я думаю, что вы несложно их выполните. Dėkoju už pamoką, iki greito. Благодарю за урок. До скорых встреч.